Ассаляму алейкум, Айгулапа. Алина, вы мне когда свой долг вернете? Я уже больше ждать не могу. Я же уже говорила, что мы сможем отдать вам пока только часть. Вы мне квартиру за один день затопили. Такие деньги тоже одним днем возвращайте. Хорошо, Айгулапа. В конце недели с мужем должны расплатиться. Я эту вашу сказку уже слышала. Что хотите делайте, в долг берите, занимайте, кредит входите. Но оплатите мне полностью, иначе я в суд пойду. Это кабинет стоматолога. Ремонт обошелся 600 тысяч. Специалисты у нас здесь. Оборудование? Если не ошибаюсь, 2 миллиона 600. Ну, неплохо. А сейчас я познакомлю вас с самыми лучшими специалистами. Вот здесь уже мы сделали ремонт. Совершенно другой вид. Здравствуйте. Здравствуйте. Или нет, не так. Салям алейкум. Алейкум ассалям. И что это? Я про ваш внешний вид. Вы имеете в виду платок? У нас нерелигиозное учреждение. Я сейчас все объясню. Алина соблюдает религию, но это не мешает ей прекрасно справляться со своими обязанностями. У пациентов тоже хорошие отзывы. Это очень хорошо. Но у нас дресс-код, и согласно дресс-коду никакой атрибутики религиозного характера. Платок просто прикрывает то, что не должны видеть посторонние люди, и это не религиозная атрибутика. И у меня нету цели продемонстрировать свою религию. По тому же дресс-коду всем медицинским работникам полагается носить головной убор. Вы меня что, за идиотку держите? Вы думаете, я не знаю, что такое хиджаб? Либо вы снимаете это, либо ищете себе новую работу. Главврач сказал, что хозяйка категорически требует, чтобы не было никаких хиджабов. А может тебе просто волосы спрятать? На голову можешь медицинскую шапочку надеть, а шею водолазкой прикроешь. Ага. А потом скажут, короткий халат одевай, руки открой, ноги открой. Если я хороший специалист, кому какая разница, во что я одеваюсь? Ну да. Ну что ты задумалась? Алина, я защищал тебя как мог. Хозяйка уперлась и все. Говорит, пусть снимает хиджаб или пишет заявление. Хиджаб я снимать не буду. Заявление так заявление. Да не спеши ты. Если не звонят по другой линии. Да ладно, не переживай ты так. Что будет, то будет. Я же работаю. Как уж не переживай. Забыл, как заказчик тебе с оплатой затянул. Да это еще соседка Айгулапа. Тебе одному трудно будет. Прорвемся, иншаллах. Алло? Да. Алина Равильевна? Сейчас. Тебя? Алло? Алина Равильевна? Это я.
Я из клиники Шифа. Мне ваш телефон дал Камалов. Рекомендовал как хорошего специалиста. Я знаю, что у вас сейчас хорошее место. Но может вас все-таки заинтересует наше предложение? Да, но... Пожалуйста, только выслушайте. Мы открываем кабинет для обслуживания мусульманок. И мне сказали, что как раз вы тоже соблюдаете хиджаб. Мы готовы предложить хорошие условия.